Согласно межгосударственному соглашению между Абхазией и Россией, с 2011 года Управление транспорта Абхазии ежегодно выделяется 11 тысяч бланков. Бланк предусмотрен для автобусов вместимостью более 9 человек. В летний период, в самый разгар курортного сезона, въезд и выезд для абхазских перевозчиков был упрощен. Помимо экскурсионных маршрутов, в это время возрастает и количество перевозчиков, предоставляющих услуги трансфера. И в связи с этим, как говорят представители транспортного управления республики, количество бланков необходимо увеличить. Комиссия, значит, просматривает в течение года, мониторинг, используем мы эффективно или нет. Так как вы знаете, на государственной границе, когда проходишь на ПСОВ, есть все там службы, которые фиксируют количество туристов перевезенных, количество автотранспорта, которые пересекли государственную границу. Исходя из этого, значит, они каждый раз нам доказывают, что мы неэффективно используем. Да, есть наша вина. Значит, в соглашении есть пункт такой. О паритете. Что это значит? Паритет. Если наших 50 автобусов заехало на территорию Российской Федерации, и 50 российских автобусов должны к нам заехать. Но анализ работы показывает, что около 30% российских автобусов заезжают в Республику Абхазия. Все 70% выполняют наши перевозчики. По этому вопросу с июня месяца ведутся переговоры с Минтрансом России, в результате чего дополнительно были выделены 1200 бланков, однако 450 из них уже израсходованы. Мониторинг ситуации в этой сфере проводит Министерство по налогам и сборам Абхазии. Что хотелось бы сказать с нашей стороны, что мы будем идти по такому пути. Мы посмотрим списки, которые нам предоставили транспортное управление, и если есть задолженность, естественно, мы будем просить транспортное управление не выдавать эти дозволы. Только таким способом мы сможем упорядочить рынок транспортного обслуживания. И я думаю, что добросовестные налогоплательщики должны получить дозволы и должны в первую очередь пользоваться такими льготами. А те, которые у нас состоят в должниках и недобросовестные налогоплательщики, к сожалению, мы вынуждены будем просить управление по транспорту, чтобы дозволы не выдавались. О проблемах, с которыми сталкиваются перевозчики, рассказал генеральный директор компании «Гаруда Экспресс» Георгий Ачпа. Сами перевозчики стараются, насколько я понимаю, сократить количество дозволов, сократить используемое количество дозволов. Как только встал вопрос о том, что их не хватает, многие перевозчики стали использовать законодательство в том ключе, где мы имеем полное право вывести пассажиров на территорию Российской Федерации в одну сторону. Наша проблема в том, чтобы посадить их обратно и привезти сюда. Государственное управление Абхазии по транспорту намерено обратиться к премьер-министру республики с письмом о необходимости увеличения количества бланков разовых разрешений Российской Федерации на международную нерегулярную перевозку пассажиров автотранспортом по территории России до 14 тысяч. Сария Гварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.